Всем доброго дня, уважаемые подписчики! Сегодня в нашей студии будет очень такой интересный, в то же время очень такой острый разговор. Сегодня у нас разговор, который важен каждому, от предпринимателя до обычного гражданина. Экспорт Кыргызстана растет, затем падает, затем снова растет и затем снова падает. Швейная отрасль бьет рекорды, но одновременно сталкивается с кризисом текстильного производства. Почему так? Что происходит на самом деле и куда мы идем? Сегодня у нас в студии человек, который видит это изнутри, работает с экспортерами, общается с зарубежными партнерами и знает, что мешает, а что наоборот открывает двери. С нами сегодня глава Кыргыз Экспорт Урмат Такиров. Добрый день, спасибо большое, что вы сегодня с нами в студии. Итак, знаете, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно, очень много было разговоров касаемо швейной отрасли, но это мы поговорим с вами попозже. Давайте в целом об экспорте Кыргызстана. Недавно был также государственный визит Владимира Владимировича Путина, который отметил, что наши как раз-таки показатели очень выросли. Если идти по этим горячим следам, пожалуйста, расскажите вообще в целом, на сегодняшний день, как у нас с экспортом, какие цифры, и какие действительно реалии. Спасибо большое за приглашение на данный подкаст. Во-первых, поздравляю, что у вас такая есть площадка. Спасибо. Я думаю, это интересно будет общей общественности и определенным группам, различных гостей приглашайте. Спасибо. На сегодняшний день, вы правильно отметили, Кыргызская республика за последние 3 года демонстрирует достаточно высокие показатели роста ВВП, а именно в среднем это более 9%. По прогнозам за 2025 год более 10, может дотянуть до 11. Все в зависимости от последних, наверное, показателей последнего квартала. На сегодняшний день, как вы правильно отметили, у нас экспорт, и в целом торговля отмечается достаточно различными трендами. То есть бывают периоды, например, прошлый год был отмечен достаточно высокими показателями роста. В этом году за 9 месяцев, согласно данным Национального статистического комитета, у нас падение идет. Падение порядка четверти. Но есть определенные обусловленные причины на то. Во-первых, сокращение торговли золотом. То есть у нас сократилось экспорт золота по сравнению с прошлым аналогичным периодом за прошлый год. Также у нас сократились определенные экспортные позиции в Российскую Федерацию, но есть на это определенные, наверное, объективные причины. Как вы знаете, на сегодняшний день остро стоит вопрос с экспортом швейной продукции. И есть определенные, наверное, объективные, субъективные причины, почему это происходит. Во-первых, нужно отметить, что данная, так скажем, сложная ситуация была вызвана введением новых норм со стороны Российской Федерации, а именно выход указа 787 президента Российской Федерации об ужесточении таможенного контроля на периметре границ Российской Федерации. То есть раньше такого не было? Да, раньше такого не было. Вы как знаете, Российская Федерация, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан являются частью общего пространства экономического, в том числе таможенного пространства. То есть мы являемся частью таможенного союза, и в рамках таможенного союза у нас есть такой принцип, как свобода перемещения товаров. То есть есть у нас определенные нормы законодательства, например, у нас есть общий таможенный кодекс. Но при этом нужно отметить, что все страны вправе применять также нормы, которые касаются контроля за фискальными мерами внутри страны. То есть помимо того, что у нас общая таможенная граница, таможенные органы каждой страны вправе применять различные меры посттаможенного контроля. То есть это говорится о том, что между нами нету таможенных постов, нету таможенной границы, но при этом… Свободный коридор. Да, свободный коридор. Но при этом таможенные органы вправе применять различные меры. И данный указ… Это как? То есть смотрите, допустим, мы везем какую-то продукцию из-за рубежа, допустим, из Китая, и мы завезли ее в Кыргызстан, растаможили, допустим,
скажем, вместе таможенного оформления, допустим, где-то, ну, на рынке Дордой, допустим, да. Все, вы растаможили, товар попал на рынок, в свободное обращение, то есть он продается, например, в магазинах, на рынках. Но вы знаете, что таможня вправе применять посттаможенный аудит, например, в местах розничной торговли, в местах оптовой торговли. Он может поехать и проверить все документы. Как вы думаете, это правильно? Это является нормой евразийского пространства, и вообще это является нормой, одной из мер таможенного законодательства и таможенного регулирования. В мировой практике это есть. То есть есть такой документ, называется Киотская конвенция, пересмотренная Киотская конвенция, которая является частью Всемирной таможенной организации, где прописываются все меры и рекомендации, стандарты по работе таможенных органов. Подскажите, вот в чем плюс этого, да, и в чем минус этого? Ну, во-первых, для чего это нужно? Посттаможенный аудит организуется для того, чтобы обеспечить, так скажем, снижение рисков, которые могут возникнуть именно в таможенном регулировании. А именно, допустим, неправильно был завезен и классифицирован тот или иной товар. То есть неправильный код ТНВ присвоив, они занизили, например, доходы в бюджет. Да? То есть вы знаете, что таможня является одним из норм, это обеспечение доходов в государственном бюджете стран. То есть, допустим, риск для государства – это снижение доходов, да, в бюджет. Второе может быть то, что есть обязательства, да, страны, например, обязательства Всемирной таможенной торговой организации. У нас есть, например, соглашение об интеллектуальной собственности. Допустим, если мы завозим товар, скажем, какого-то бренда, при этом импортер не является правообладателем для продажи данного товара на территории бренда. Как обычно бывает, букву меняют, да, или наоборот пишут. Но это тоже является нарушением интеллектуальной собственности, прав интеллектуальной собственности. И, соответственно, таможенный орган… Абибас был там, Адидас, а стал Абибас. Соответственно, да. И, соответственно, таможенный орган, они тоже являются уполномоченными за контролем над правами реализации интеллектуальной собственности, соответственно, выполнения обязательств нас, государства Кыргызской Республики, как члена Всемирной торговой организации, и также как члены Таможенного союза Евразийский экономический союз. Да? То есть, соответственно, в данном случае данная мера, которая сейчас, вот, получается, с начала сентября ужесточенный контроль по периметру границ Российской Федерации применяется, он применяется для чего? Именно для того, чтобы обеспечить, они говорят, что если мы видим, что товар, допустим, не подтверждается, что товар был правильно растаможен на территории Таможенного союза, мы его будем направлять на то, чтобы он был повторно растаможен. То есть они говорят, мы если определим, допустим, в грузовике, допустим, когда грузовик едет, да, либо, вот в этой швейной отрасли. Да, вот Made in Кыргызстан едет, заезжает в Москву, ну, в смысле, в Российскую Федерацию, да. Вот они открывают этот грузовик и… Ну, как это осуществляется? Я недавно вот сам вернулся с границы, город Уральск, Республика Казахстан, и Маштакова всего, да, пограничный пункт пропуска Сырым-Маштакова. Там это как осуществляется? Получается, грузовики, ну, как обычно, становятся в электронную очередь, проезжают в казахскую сторону, заезжают на российскую сторону. Проходит пограничный контроль. После прохождения пограничного контроля, буквально в удалении 14-15 километров от Маштакова пограничного пункта находится развилка там, в разные направления, да, Самара и Саратова, да, получается. И в этой развилке стоит гаишник российский, и стоят такие мобильные группы, то есть это микроавтобусы, в которых расположены сотрудники Федеральной таможенной службы Российской Федерации. То есть гаишник всех останавливает, грузовики, да, допустим. Ну, они говорят, что они границу проехали. Они проехали границу уже за… Но там через полкилометра будет… Не за полкилометра, там дальше на самом деле, потому что они стоят именно на развилке, чтобы… Ну, и как вот там другой дорогой, да, как раз таки? Да, и там, получается, применяются меры. То есть они как делают? Они вначале осуществляют документальный контроль. То есть они смотрят проверяют документы. То есть у водителя грузовика
есть пакет документов, да? То есть есть СМР, есть там, счет фактуры, есть накладные, там есть декларации соответствия, В общем, проблем у них сертификаты нет, у них соответствия. есть все документы, Нет, правильно? допустим, есть пакет документов, но вы должны понимать, что швейная промышленность в Кыргызстане, она представлена именно малым и средним бизнесом. Соответственно, большинство отправок в Российскую Федерацию осуществляется консолидированными отправками. То есть в грузовике может быть 20-30, да, например, различных грузоотправителей. Если хотя бы у одного грузоотправителя будет выявлены какие-то нарушения, то по процедуре... весь груз. То по процедуре нет. По процедуре они отправляют его на то, чтобы называемое такое место контроля, да, то есть они дополнительно отправляют, то есть конвоем, да, там из 5-10, может быть, больше машин, они конвоем сопровождают в определенное место, там уже они смотрят, да, открывают машину и смотрят, допустим, проверяют вот соответствие, несоответствие, то есть если там опять выявляется еще дополнительное несоответствие требованию законодательства Евразийского или Российской Федерации, то тогда уже груз точно едет на склад временного хранения для проведения досмотровых операций таможенной службы. То есть в данном случае это к чему приводит? Это приводит к тому, что грузоотправитель, если... Почему у нас сейчас проблема получилась ранее, если не было никого, допустим, из таможенного органа, да, кто бы это делал, да, на той стороне, то сейчас... Раньше осуществляли кто контроль, получается, на границах? То есть это пограничная служба, да, то есть это в основном паспортный контроль, контроль безопасности, там ветеринарная, фитосанитарная служба, но они только по продуктам питания в основном. И если там, допустим, живые животные, да, или там какие-то растения. А вот допустим. легкая промышленность. А по легкой промышленности, по сути, тогда не было такого контроля жесткого. Сейчас, после выхода этого указа, оно покрывает, получается, легкую промышленность в том числе, но и другие товары. Это и электронику и так далее. То есть на самом деле на сегодняшний день с чем мы теперь сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что если грузоотправители и грузоперевозчик в данном случае сформировали груз без каких-то нарушений, этот груз без проблем проезжает. То есть таможенные офицеры, стоящие на, получается, это большая Черниговка, получается, это развилка, где мобильные группы стоят. Если они, получается, имеют все документы в порядке, у них все нормально, все пробивается, и честный знак, и QR-коды, все работает, и все их декларации соответствия, сертификаты соответствия, они получены аккредитационными органами, и они соответствуют с теми документами, с той продукцией, которую они везут, и плюс вся продукция промаркирована в соответствии с законодательством, то в этом случае груз без проблем проезжает. То есть у нас есть много как бы компаний, которые работают на экспорт, и они говорят, что у них в принципе как бы таких проблем нету. Иногда задерживается груз, но это ввиду чего? Что иногда какие-то другие грузы могут дополнительную проверку проходить, и в этот момент грузоотправители дополнительно по требованию таможенного органа Российской Федерации могут дослать, да, допустим, какие-то документы, которые действительно подтверждают, эта продукция сделана в Кыргызстане. То есть в данном случае что именно проверяет таможенный орган? В данном случае таможенный орган проверяет, если мы действительно доказываем, что продукция сделана в Кыргызстане, в соответствии с нормами евразийского пространства и Российской Федерации, то этот груз не имеет никаких претензий со стороны и не может контролироваться таможенным органом. То есть к нему не осуществляются никакие операции таможенного досмотра. А если внутри грузовика хотя бы один груз будет с нарушениями, то они вправе отправить груз на СВХ для проведения досмотровых операций. Это приведет к тому, что все остальные грузы тоже будут ждать, а это на сегодняшний день достаточно долгий процесс, может занимать 1,5-2 месяца ожидания от того, что до них дойдет очередь для проведения досмотровых операций. Урмат Мырза, вот смотрите, казалось бы, да, мы состоим, вот вы правильно говорите, да, ВТО, ЕАЭС.
И все бы ничего, потому что когда как раз-таки основывали вообще и начала работать это Евразийское экономическое пространство, да, говорили, что все наши главы государств, да, то есть будет спокойный зеленый коридор, это нам нужно обмен, экспорт, импорт, все взаимозамещаемо, да, а на деле получается не так. То есть после вступления этого указа многие швейные, я повторюсь, да, мелкие фабрики, большие цеха, они почему-то пошли на банкротство. То есть если вы сейчас заглянете в социальные сети, да, очень многие, так сказать, корифеи этого дела, да, они действительно закрылись, потому что они не могут выплатить заработную плату, груз стоит. Получается, раньше, если они отправляли в неделю по 2-3 груза, да, то сейчас они в месяц уже ничего не отправляют, потому что не могут даже и то вытащить. Вот скажите, вот как им быть? Они действительно все плачут. То есть мы раньше, я всегда думала, что легкая промышленность Кыргызстана одна из самых передовых направлений вообще экспорта. Потому что действительно это было испокон веков, с 90-х годов, да, тот же самый рынок Дурдой, куда приезжали в определенные оптовые дни все из Казахстана, да, вот регионы, закупались, отправляли, да, то есть у нас и проблем не было, в принципе, с Российской Федерацией. То есть раньше действительно это было так, вот, заехал, отправили, они же знают, когда в определенные школьные, там, допустим, 1 сентября, вот сейчас, допустим, корпоративы, да, наши соседи любят красиво одеться. Вот скажите, что им делать? Они действительно все, мы потеряем тогда, значит, получается, это направление или как? И вот ваши рекомендации, да, и что им делать у тех, у которых застрял груз? Или это нужно уже на фоне, уже на уровне правительства, глав государств разговаривать? Вот недавно был как раз-таки Владимир Путин, мне кажется, может, они не знают, что наши грузы стоят? Нет, на самом деле Кабинетом министров и Министерством экономики и коммерции, в частности, вот, и нашим центром «Кыргызэкспорт» проводится работа именно по данному направлению. А именно, на сегодняшний день это только лишь одна проблема, которая связана с ужесточением контроля. Когда мы говорим про ужесточение контроля, одним из требований сейчас ФТС Российской Федерации является именно наличие грузополучателя в Российской Федерации, который является налогоплательщиком РФ. То есть на сегодняшний день вы знаете, что торговля одеждой, львиная доля осуществляется уже на сегодняшний день, большая часть торговли осуществляется через маркетплейсы. Да, Wildberries, да, Wildberries является номер 1 маркетплейсом. И на сегодняшний день у нас пока нету. То есть, когда вступило в силу вот это требование наличия грузополучателя в Российской Федерации, автоматически это, если раньше селлеры, которые были зарегистрированы в Кыргызстане, то есть это налогоплательщики в Кыргызской Республике, они имели право торговать на маркетплейсе Wildberries. То есть, если они отправляли груз на свои склады, да, на склад Wildberries, допустим, и торговали со своей карточки, то там не было такого требования, да, наличия грузополучателя. То есть они могли спокойно отправить там груз в адрес Wildberries, да. На сегодняшний день, поскольку Wildberries не является грузополучателем как таковым, потому что он не является продавцом товара, он лишь является площадкой, то есть магазином, который предоставляет услугу по размещению объявления и размещению карточки товара. По продаже, продвижению, там, складские услуги и так далее. То есть, по сути, на сегодняшний день Wildberries, не являясь грузополучателем, мы столкнулись с очень такой большой проблемой. Именно селлеры Кыргызстана столкнулись с тем, что на сегодняшний день нет у нас узаконенного такого способа отправки себе на склад, на свою карточку продукцию своей же. То есть, если раньше, допустим, какая-то швейная фабрика открыла карточку на ВБ, на Wildberries, то она спокойно отправляла там на склад ВБ и могла торговать, то на сегодняшний день по требованию вот этого новому требованию, к сожалению, невозможно. И вот в рамках этой работы по поручению Кабмина Министерство экономики пригласило на позапрошлой неделе была встреча у нас с представителями ВБ московского офиса, а именно это департамент ПРО, то есть юридический департамент и налоговый департамент.
в части именно выработки решения сложившейся ситуации. На сегодняшний день ВБ разрабатывает, получается, бизнес-модель, по которой селлеры из Кыргызстана могут отгружать продукцию на склады как ВБ раньше. в России, как раньше. То есть сейчас, при этом, чтобы это было в соответствии с требованием законодательства России. То есть, и вот это тоже является тем еще одним направлением работы, которое проводится сегодня Кабинетом министров. То есть это не так, что вот нужно, мы не можем просто поговорить, президенты не могут просто поговорить и все, потому что законодательство изменилось, требования изменились. Оно касается не только Кыргызстана, оно касается и Казахстана, оно касается и Беларуси, оно касается и Армении. То есть оно касается всех стран, и в том числе и третьих стран, то есть Китая и так далее. То есть на сегодняшний день нужно сказать, что ужесточение мер пустотаможенного контроля по периметру границы Российской Федерации является таким вызовом, да, для наших предпринимателей. То есть наши предприниматели сегодня сталкиваются иногда с неразрешимыми дилеммами. Первое – это ВБ. Да? ВБ ни государство, никто не может разрешить. Они могут как сделать? Они могут, условно, да, говорю, как пример, они могут отправить на грузополучателя российскую фирму. Российская фирма, опять же, должна продать этот товар кыргызской компании. То есть это дополнительные транзакционные издержки, которые могут привести к тому, что как бы юнит-экономика той или иной карточки, да, того или иного товара может стать нерентабельной. Это один момент, да, и вы должны также понимать, что на сегодняшний день меняется также налоговое законодательство Российской Федерации. Недавно вот прошло второе чтение поправок в налоговый кодекс Российской Федерации, которое снижает пороги, да, по НДС. Они снизили пороги НДС, и там поэтапное будет снижение НДС. Вот с 2026 года, по-моему, 20 миллионов первый порог, и потом оно будет снижаться с каждым годом. То есть на сегодняшний день это о чем говорит? Это говорит о том, что даже российские селлеры, допустим, покупатели нашей продукции из Кыргызстана, кто заказывал на наших же фабриках, на них также оказывается такое, скажем, фискальное дополнительное бремя, которое связано с налоговой реформой, которая проводится в РФ. То есть и они тоже страдают, и мы страдаем, да? Оно приводит к тому, что на сегодняшний день и малый и средний бизнес, он также переходит, так скажем, в более регулируемую зону. Да? То есть если раньше малый и средний бизнес был на откупе, допустим, определенных каких-то льготных программ субъектов Федерации РФ, да? То есть, допустим, разные республики могли иметь определенные льготы для малого и среднего бизнеса по отношению к налоговым ставкам, да? Там общие, допустим, там режимы, да, налоговые режимы, общие налоговые режимы, то на сегодняшний день эти режимы и льготные схемы налогообложения, они отменены в рамках данной реформы налоговой, которая делается именно центральным, получается, как говорится, есть и кнут, да, есть пряник, но зато мы вот отменяем да? Нет, вот этот пряник уже его нету, этих льгот уже регионов их забрали, все. в РФ их забрали, то есть сегодня значит, и это централизовано, то есть на сегодняшний день неважно, где ты расположен, у тебя будет уже общее налоговое регулирование в РФ. А это к чему приводит? Это приводит к тому, что зачастую ведение уже бизнеса для селлеров будет сложнее. Это один момент. Третий, наверное, момент – это то, что вступили в действие нормы, ну, они как бы приняты были ранее нормы, это о том, что маркетплейсы будут выступать налоговыми агентами для выплаты налогов в рамках продаж селлеров. То есть, по сути, маркетплейсы не продают товары, но при этом они будут отчитываться по налогам продавцов на своей площадке. То есть таким образом… А раньше у них этого не было? Да, этого не было. И сейчас вот с 2026 года, я насколько понял, будут приняты какие-то, наверное, подзаконные акты, да, Российской Федерации, которые приведут к тому, что это станет уже обязательством маркетплейсов. А маркетплейсов
как это коснется? Это тоже влияет на их, так скажем, операционную модель. Да, то есть операционная модель маркетплейсов будет теперь выглядеть иначе, потому что они обязаны будут обеспечить правильность уплаты налогов. Как вы думаете, вот вы, вот просто человек как со стороны, да? Вот считаете правильно? Что? Ну вот, что вот это вводит вот по отношению к ним. Я думаю, у любой реформы, у любого нововведения есть определенное рациональное зерно. Каково рациональное зерно в данном случае, я не могу комментировать. Почему? Потому что это все-таки является мерой в рамках программы федеральной в России. Я боюсь, что это не совсем правильно будет комментировать цели и задачи поставленной реформы. Это раз. Во-вторых, я понимаю, что если они обязывают маркетплейсы, грубо говоря, собирать налоги с продавцов и потом отчитываться в налоговой по ним, то это приводит к тому, что чем больше продавцов, тем сложнее. А с другой стороны, маркетплейсу получается выгоднее работать с меньшим количеством селлеров, но которые крупные, то есть которые будут большие продажи делать. То есть вот это такая логика в этом просматривается, и, соответственно, оно также будет отражаться не только на селлерах России, но и на селлерах из Кыргызстана. Казалось бы, да, вот люди, которые давно в этой отрасли, да, и знают, как шить. И, в принципе, они, вот вы правильно говорите, селлеры, которые вот из Кыргызстана, да, выгружают на эту площадку и видят спрос, да, на нее. И вроде бы, когда на ВБ отправляешь товар, там есть своя маркировка, надлежащий вид и так далее, и так далее. Раньше, значит, получается, мы отправляли на авось. Или как? Раньше не было жесткого контроля со стороны проверяющих органов. И, по сути, данная продукция, она могла в какой-то степени не всегда соответствовать стандартам, да, определенному требованию законодательства. И многие отправки еще делали сами клиенты. То есть российские получатели могли отправки делать. И в этом случае уже мало кто разбирался, как они отправляют. И, может быть, часть каких-то требований, они перед тем, как размещаться на маркетплейс, они довносились в продукцию, в карточку товара именно по приезду уже продукции. То есть это вот такая могла быть практика, да, то есть это на самом деле практика. Нужно понимать, есть законодательство, есть практика, да, то есть на самом деле товар, он должен торговаться согласно законодательству, требованиям законодательства, да, то есть есть требования по безопасности, есть требования потребительских прав, да, то есть честный знак, допустим, чтобы прослеживать, да, кто производитель, какие сертификаты, какие протокола испытаний, кто покупатель, импортер в России, допустим. Эти все моменты, они являются требованием законодательства. То есть они исполнялись, но на практике это было как? Это могло исполняться, часть могли сделать в Кыргызстане, а часть, допустим, в России, да, это дорабатывалось. Возможно, и так это было. То есть практика, она не была такая, что сейчас какой-то орган мог вот так проверять. А сейчас вот после выхода указа это ужесточилась практика контроля. И, соответственно, раньше, уже да? невозможно сейчас, получается, это делать, как раньше. А вот касаемо груза, Фурмат Мырза, да, который вот конфисковали, да, ну, то есть он стоит там где-то на складу, да, его уже перепроверили, там поняли, что хорошо, что-то не соответствует, сняли, да. На той стороне берега сидит предприниматель, который понимает, что у него груз, допустим, там в 10 миллионов, 15 миллионов сомов, да, и он не может не выплатить ни зарплату, ни купить, ни материалы или еще что-либо. Ну, то есть вы понимаете, бизнес это такое. Вытащил, вложился обратно, чтобы маржу вытащить еще больше. Как вот им быть? Вот они действительно, вот вы откроете Threads, вот, соцсети, они все плачут, они выставляют такие, говорят, что нам, все, я банкрот. Все деньги, которые у меня были, допустим, да, я вытащил и вложил туда, в этот груз, 20 миллионов стоит на границе. Что им делать? Очень сложный вопрос. Почему? Потому что человек, даже думая, что он управляет правильно, зачастую он, ввиду того, что у него не было полноценной практики до этого отправлять
реально по требованиям законодательства сталкиваются с тем, что их грузы застревают. Когда застревают грузы, вы правильно говорите, в первую очередь, когда внедрили это ужесточение, вы должны понимать, что помимо того, что едут грузы там, из Кыргызстана, на границе между Казахстаном и Россией, есть грузы с Туркменистана, есть грузы с Узбекистана, есть грузы с Таджикистана, есть грузы с Казахстана. Это проблема всей Центральной Азии, да? Есть грузы с Китая, то есть там большой поток ехал. И если были, допустим, такие грузы, которых с документами были проблемы, это приводило к тому, что образовалась вот очередь. Вот если вы видели, первое время была очередь. Во-первых, многие не понимали, как ехать дальше. Почему? Потому что многие сами поставщики услуг по транспортировке, а именно грузоперевозчики, они просто не заезжали на территорию России, потому что они не знали, что будет с ними. Почему? Потому что если остановят груз, они тогда отвечать должны, правильно? И тогда вот, как вы знаете, сейчас, если, допустим, у вас есть какие-то нарушения, до 10 декабря вот эта норма действует, да, 787 указа президента РФ, о том, что они вправе, могут легализоваться, то есть заплатить пошлину, ехать дальше. А почему мы сейчас работаем со следствием, а не работали с причиной? То есть, смотрите, сейчас грузы стоят, но все понимали, что этот закон вступит в силу, да, такого-то, такого-то. Или как вообще? Почему? Вот раньше, допустим, не проводились эти семинары. А сейчас мы работаем вот со следствием тогда, когда уже остались люди без груза. Смотрите, я вам так скажу, что бизнес никогда не придет к вам на учебу, когда у него все хорошо. У меня был есть один хороший знакомый. Когда мы приглашали, вот недавно мы проводили сбор заявок на участие в выставке в Европе, в Париже, я всем рассылал, да, по группам различным и так далее. Я говорил, подайте заявку, заявку подайте. Это летом было, мы собирали заявки. Наш бизнес, когда у него много клиентов, ему как бы все остальное все равно. Идет и идет, деньги капают и все. Диверсификация рынков является стратегической задачей для любого бизнеса. То есть нельзя зависеть от одного рынка. Это вот все понимают. Когда вот сейчас с ними сядешь, они говорят, мы все зависим от одного рынка. Говорят, нужно еще искать другие рынки. Вот когда вот кризис, когда у них есть сейчас свободное время, они сейчас об этом говорят. Но когда ранее мы их призываем к каким-то стратегическим действиям, которые им дают возможности, открываются новые, расширить там и идти уже по новому направлению, при этом сократив свои какие-то риски, связанные с привязанностью к тому или иному рынку. Кто не рискует, тот не пьет, как говорится, да? Но бизнес это такое, рискованная вещь. Нет, я имею в виду, они же не хотят перестраиваться тогда, когда мы их приглашаем. Потому что удобно, они привыкли в одном. Когда вот вы помните, даже наш уважаемый Садран Нурбаджоевич ездил на рынок Дордой, какие там люди бастовали, они говорят, нет, мы не хотим переходить, да? Да, на это. Когда мы говорили про там ЕТТН, переход на СФ, что все перешли, все вот не хотели. А вот сейчас получается вот эта система, которая ранее была предложена налоговой службой по налоговой реформе, она сейчас актуальна же. Актуальна. Но никто не хотел перестраиваться. Все хотели работать по старинке. Нет, не по старинке. Это называется по принципу наименьшего сопротивления. То есть если это им дешевле, вот бизнесу это так, да, вот, к сожалению, бизнес не смотрит вперед, на несколько шагов вперед. Если это ему дешевле сегодня, он будет этим пользоваться. И сегодня нужно признать, что 90 с чем-то процентов, наверное, как бы грузоотправителей, производителей, экспортеров, они, к сожалению, пользовались такой, скажем, более простыми путями. Да? И это не есть правильно. Почему? Потому что по факту, когда мы говорим о бизнесе, бизнес это не просто деньги. Ну хорошо, он там, в 20-30 лет, в 30 лет начал бизнес, допустим. 30 лет позанимался бизнесом, потом все, на пенсию ушел. А что дальше? То есть, всех денег, во-первых, не заработаешь, и есть такое понятие корпоративная социальная ответственность. То есть бизнес, он должен социально ответственным быть. Спасибо вам большое, Урмат Мурза, за честность, за открытость, за то, что вы сегодня рассказали, без приукрашивания, да, что мы имеем в плане и что происходит в швейной отрасли.
потому что вот экономика, да, и вообще экспорт – это кровь экономики, да, а швейная отрасль – это ее сердце. Ну, потому что вот по последним данным действительно так оно и есть. Вот желаю, чтобы у швейной отрасли, да, были лучшие времена, те самые, которые были в 90-е, 2000-е, да, когда было все спокойно. Но, опять же, нужно соответствовать требованиям, которые уже выставили, и принимать эти реалии и работать с этим. Что вы и делаете, проводите семинары, действительно не оставляете их в беде, да, а уже адаптируете рынок к этим условиям. Спасибо вам большое. А вы, уважаемые подписчики, оставайтесь с нами на Репортере KG. До новых встреч!